العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры. Великая хвала всемогущему, всезнающему Аллаху. Воистину, слово Аллаха, начало и конец сбудется всегда. Но сегодняшний день я вижу, некоторые лезгины поднимают историю, культуру лезгинского народа, и все это подносит Азербайджану как выгодно. Потому что веками наш народ управляли в Кавказе, и до нашей эры управляли наш народ на Кавказе. Почему я это поднимаю сегодня? Потому что именно лезгинский народ после того, как принимали даже и христианство, и мусульманство, всегда свет приносили Аллаха всем народам на Кавказе. Через лезгинский народ благословение Аллаха получали даже многие народы на Кавказе, так как они проповедовали религии единобожие. Но сегодняшний день Азербайджан – это государство, это республика мрак на Кавказе и за Кавказе. Вот это мрак присваивает нашей истории, нашу культуру, как будто это они. Они не знают корни свои. Почему? Потому что они когда-то были монголы, татары, которые пришли Чингисханом на территорию, захватили Иран, арабские страны, республики там в те времена. И их там тоже уничтожали, так как в Иране это было персидские государства веками. И они там обосновались, эти татары, потеряли они свой родной язык, стали они турки, азери-турки, как только их не называли, этих монголов, они поменяли свой язык, монгольский, татарский, и взяли вот эти разные турецкие вот и всякие племена и размножались, вот так они появились на территории Персидской республики, государства Ирана. А на нашей территории, на Кавказе, завоеватели, они ходили часто, но лезгинские старейшины всегда им давали отпор, уничтожали их, выгоняли с лица земли, чтобы они на Кавказе никогда не бесчинствовали, их цари, их правители. Это и есть доказательство. Насчет евреев, которые говорит там азербайджанцы, как они появились на Кавказе. Во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, многие знают историю жизни пророка, как они захватили крепоста там Медине. После того было уничтожено многих евреев, потому что они с мушриками объединились, пошел против мусульмана, против пророка Мухаммада. Они нарушили договор, их было уничтожено. Человек было по приказу Муаза, старшего, ради Аллаха анху, было повесили в самом Медине, а женщины, дети было отпущено. Они переехали в Сирию. Также в Сирии в те времена были много крепостей еврейские, 7 крепостей. Вот. И мусульмане захватили эти крепости тоже. После чего вот эти евреи все бежали на Кавказ, на Россию.
и они пустили корни на земле Лезгистана, отчего сегодняшний день евреи полностью ведут свою политику на Кавказе против наших народов и в России против российского славянских народов. Вот история, коротко вам открываю. До этого евреи не жили на этих землях. Почему? Потому что они платили дан веками нам, лезгинским старейшинам. Они свои дома строили возле Лезгин, так как они считают этот народ честный, справедливый народ. И им давали территории, земли, они свои деревня строили, их называли мы горские евреи. Также из Ирана было отправлено много Персии, их называли не азербайджанцы, а каджари, потому что в Азербайджан они называли только после революции в Советском Союзе. Поэтому мимо азербайджанского языка дербенты, которые живут, все азербайджанцы, у них свой коренной язык есть, каджарский язык, персидский язык. Они себя не считают азербайджанцами, потому что это приклеенный печать на их челях азербайджанец. Но они не азербайджанцы, они персы. Поэтому, дорогие братья и сестры, Азербайджан говорит, они веками были. Но если веками были, над ними веками управляли курды. Курды управляли и над ними всегда. И сегодня над ними курды управляют. Азербайджан такой нации не был, чтобы управлять. Но мы знаем, что Гайдар Алиев курд. И 70 лет, пока находился этот Азербайджанская республика во время Советского Союза, над ними управляли турки и Советский Союз. После распада Советский Союз взяли курды под себя, сделал Курдистан на Кавказе, за Кавказе. У азербайджанцев там так называемые, которые переименовали во время Советского Союза, у них нет власти весом пылинки. Поэтому они на выборах нигде они не побеждают. Все у них, все незаконное. Поэтому я свидетельствую, что Ильхам Алиев, эти клановые системы создали себе мрак на Кавказе, обманывая честных людей, честных народ и распространяет свое зло на Кавказе и за Кавказе. Поэтому они хотят, положил глаз, забрали территории коренных народов, выгнал 120 тысяч. Это территория Арцаха. Поэтому Азербайджан ведут свою грязную политику. И если Иран поднимает голову, они себя считают шиитами, персами. Если турки считают себя, голову поднимают, они себя считают суннитами. Непонятную игру ведут, а конституции, которую они выбрали себе, Азербайджанская республика Конституции, это дьявольский, тагутский закон. Поэтому их ложь не клеится никому, короче. Все праведные люди, все верующие мусульмане, они обязаны различать, что такое добро и что такое зло во имя Аллаха. Так как сегодня Азербайджанская республика вооружается против России, против кавказских народов, берут деньги, потому что у разных стран европейских ведут политика Израиля на Кавказе. Это каждый разумный человек уже знает, потому что они хотят забрать Кавказ и разрушить Россию. Почему я это все говорю вам, дорогие мои братья и сестры? Я человек, который участвовал в конфедерации горских народов Кавказа.
Еще те времена при Дудаева часто собирались и в Кавказе, и в Чечне, на съездах Конфедерации горских народов Кавказа. Мы часто собирались, там поднимались вопросы кавказских народов. Я знал, что в 1989 году был зарегистрирован устав этого организации Конфедерации горских народов Кавказа, ООН, и они хотели от России отделять Кавказ и взять под себя, короче. Ну, у них не получился. Почему? Потому что Азербайджан, Турки, там турецкие, как серии, волки, как они себя называются, Босгурт, они сеяли войну на Кавказе. Почему? И Дудаев был лидер серых волков. И Эскендер Гамидов в Азербайджане, министр МВД Азербайджана, Хотон Курт, он стал лидером серых волков в Азербайджане. Поэтому вот эта политика, что Чечню через пришел, они обманули чеченский народ, вагон бросили. Почему я это говорю? Потому что еще 90-е годы, 92-е, 93-е годы, когда я приезжал даже в Чечню, были такие люди, старики, верующие. Они говорили, появится у нас царь, скажет, священная война, и народ пустит в огонь. Вот так говорили чеченцы, старики. И действительно так она была. Вот эта война не была чеченской войной, потому что их толкнули турки. Босгурт, также Гайдар Алиев. А Искендер Гамидов ввел свою игру даже в сумгаитские события. Он сразу стал министром, а потом он стал лидером серых волков и дружил с Дудаевым. И в конце концов Дудаев, они мне говорили, что нас Азербайджан обманул, кинули все наши деньги, ограбили, они обманули турков и чеченцев, ограбили все деньги, присвоили себе и закрылся в тюрьму габустанский Искендер Гамидов. Он подлец. Также те люди, кто не подчинялся Гайдар Алиеву, Ришан Джавадову, всех Хаджи Абдул, там, люди Аяз Муталибова, Сурет Гусейнова, даже всех политиков, начиная от Талыш Муган Республики, Элекрам Гумбетова, всех посадили в пожизненные тюрьмы. Почему? Чтобы они не мешали. И также лезгини организации Садвол, они многих убрали, убили, чтобы расширить свои планы, программы. Поэтому Гайдар Алиев даже в своих выступлениях часто выступал: Карабах, это Арцах, это не наша территория. Но все равно Ильхам Алиев беспредельно купил эту территорию нагло и присвоил себе вот эту территорию Арцаха и выгнал оттуда 120 тысяч населения арцахского народа. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, Азербайджан никакое отношение не имеет ни к Кавказу, ни к Арцаху. Они монголы, мугулы, татары. Они должны свою республику создать в Монголии, если их туда пустят. Понимаешь, это все, что они сейчас в Кавказе создали, это все чужой. Они истории воруют, под себя делают, и себе сторонники собирают из наших народов. Этим заставляет так говорить, что типа мы коренные народы Кавказа, и все хочет нашу историю приписывать на Азербайджан. Ясно, в исторических картах доказывает наша история. Там и показывает Кавказская Албания, там доказывает
также Лезгистан, в древних картах. Короче. А почему Азербайджан нигде там нету? Даже если она есть, находится азербайджанский род Аназари и Аракса. Они никогда, их дух не был на Кавказе или за Кавказ. Поэтому историю мы обязан поставить по своим местам. Они хотят украсть у нас и нашу культуру, и нашу историю, приписывать себе все. Но мы не должен допустить, потому что они часто поднимают вопрос город Дербента, типа это Дербент без земли, это Дербент без земли. Они себя еще не осознали, кто они, азербайджанцы или каджары, или таты, или кто по национальности. Понимаешь, если мы будем разделять этот народ, там ничего не останется никакой азербайджанец. Понимаешь, это все искусственный. Они создали, чтобы ущемлять права, честь, совесть лезгинского народа. Потому что политика турков веками, они никогда не смог покорить Кавказ. Политика персов, они тоже никогда не смог покорить Кавказ. Поэтому есть пословица в этом Иране: если у вас голова не соображает, иди на лезгин. Часто их войска было уничтожено на Кавказе. Вы же свидетельствуете, как Надир-Шаха уничтожили, как Шах-Аббаса уничтожили, как Каджар-Шаха уничтожили, Джунейба-Шаха уничтожили. Все, кто приходил, хоть османы, сельджуки, все получали от нас. И сегодня такой же болезнь на Кавказе, это опять же это Азербайджан. Такой же болезнь, ни больше, ни меньше, такой же заразной республикой. Азербайджан опять появился на Кавказе, за Кавказе, сеет смуту, короче. Поэтому они тоже получать по башке. Они не должны существовать на Кавказе. Если кто-то себя считает азербайджанцем, я им докажу, что они не азербайджанцы. Я докажу. Поэтому Аллах великий, Аллах любит справедливых людей, честных людей. Когда голову лезгины поднимут, они откажутся от национальности Азербайджана. Они скажут: мы турки, мы персии, мы таты, мы талыши. Все скажут. Поэтому пока лезгины голову не поднимает, они лают на нашу сторону. Поэтому, дорогие мои братья, будьте достойными. Держитесь за веру своего Аллаха, как наши предки веками держали. Наш народ веками свет распространял на Кавказе. Многие народы на Кавказе, начиная от даргин, авары, чеченцы, весь кавказский народ, все получали проповеди от лезгинских шейхов. Все принимали ислам и покорно служили Аллаху в единстве. Сегодняшний день наши братья, мусульмане, которые живут на Кавказе, они не могут создать садвал, единство с нами, потому что сегодня на нашей земле много раскол, много течений разных секторов по исламу, типа называя себя мусульманами. Каждый одеял тянет на себя, создают раскол. Почему я это вам говорю сегодня, дорогие мои братья? Все знаете, последний наш шейх Мухаммад Афанди Штульский, последний шейх, который вел восстание против турков, против Советского Союза. Вот этот шейх передавал свою должность смертям, достойным своим окружением, братьям.
чтобы они никогда не остановили идеи Аллаха на нашем земле. Также вот эта идея через Штулский Махмуд Баба, я получил эту должность в 1993 году. Почему меня было избрано имамом Лезгистана? Потому что в нашем народе были община, которую никто не знал, даже во время Советского Союза верующие община. Они придерживались религии Аллаха, ислам. Вот они меня после распада Советского Союза избрал и двинул вперед, чтобы я был имамом Лезгистана. Почему я говорю? Потому что мне не нравится на земле Лезгистана, Дагестана, Азербайджане какие-то течения, раскол, это все шейтана. Вот это так называемые мусульмане себя ваххабиты, салафиты, тарикаты, суфисты, хизбы, Тахир, как бы только их ни называли, они создают на земле раскол, среди мусульман раскол, не дает. Они не упираются в Коран, не берут из Корана, как Аллах говорит в Коране, моя религия – это ислам, я его охраняю до судного дня, потому что они мимо этого религии, они себя считают секторами. Также в Коране говорится о них, кто себя считает каким-то сектором. Моя агида это, твоя агида то, друг другу начинают мясо кушать. Вот они выходят из религии Аллаха, как стрела из лука. Поэтому, дорогие мои братья, очнись. Вы же видите религию Аллаха сегодня в расколе, в Саудовской Аравии, всех Эмиратах, во всем мире. Вы же видите, что творится. Единственной территории, которой Аллах поворачивался, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в свое время поворачивался, это сторону Афганистан был. И было сказано, на этой территории будет у меня община, которая будет до судного дня со всеми будет воевать, враждовать. Понимаешь? И вы будете унижены тогда, когда вы оружие сложите на землю. Поэтому, как бы азербайджанский государство себя не считали, в его законодательстве этого государства нету бисмилляхи рахмани рахим. Это кафирское государство для каждого верующего. Поэтому это государство, они не имеют свою смуту сеять против нас, Кавказа, против России, против всех народов на земле. Поэтому их поддерживает Израиль, их поддерживает Америка, Турция. Сейчас, сегодняшний день, это и есть НАТО, который в Кавказе. Сегодня они турецкому войску отдали все положения на Кавказе, управлять на Кавказе. Это и есть нашего народа проблема сильная. Они под Турково спокойно заходят на Кавказ. А тогда Россия почему воюет в Украину? Потому что, чтобы НАТО не зашел. А к нам НАТО в лице турецкие войска уже зашел на Кавказ. И какие планы? Когда Эрдоган, там лидером Бозгурта поднимает карты Лезгистан, они уже говорят, это 20 регионов России принадлежит нам, туркам, короче. Начиная от Татарии, Башкирии, Крым, Кавказ, все это. Представляешь, какими планами они заходят. Хотят все под турки делать. Понимаешь, это не религия Аллаха. Потому что такой же республика Турции, как Азербайджан, у них тоже нет в Конституции бисмилляхи рахмани рахим. Если так взять, христиане, люди Писания, они ближе к нам, чем эти турецкие государства, Азербайджанская республика. Даже вот эти Эмираты, которые себя считают. Почему они не поддерживают? Потому что все они
агенты, короли этих масоновских мафий. В Англии есть один банк, если у тебя нет 1,5 миллиарда долларов, ты не сможешь там счет открыть. У всех шейхов там открыты счета. Их деньги находятся на европейских банках. Они крутят. Рыба это все, это харам все. Этим харамом они строят и Дубай, и всякие эти, понимаешь, все это города, это не города, иллюзии шейтана, дьявола, чтобы соблазнить вас. Поэтому Азербайджан, что бы ни делал, Азербайджан план – это оружие в руках Турции, НАТО, Америки, Израиля. Единственная территория, которая не покорился ни масоновским мафиям, ни евреям, никому, это Россия, славян. Так как сегодняшний день Украина, лидер, президент Украины, он тоже еврей, Коломойский тоже еврей. Они ведут эту политику специально, чтобы уничтожить славянские народы. Многие разумные люди обязаны понимать, после славянских народов они будут уничтожить кавказские народы, коренные народы. Мы не должны этого допустить. Мы обязаны и Россию защищать. Мы обязаны объединиться, все народы. Почему? Потому что против нас идет Даджал, власть зверя, который на челях оставляет печать каждого человека, покорно подчиняется ему. Поэтому вы обязаны Россию поддержать сегодня. Вы обязаны, христиане, мусульмане, объединиться, поддержать славянских народов, объединить украинские, славянские народы и российские славянские народы. А после этого все славянские народы, они все объединятся и распадут европейские страны, распадут Америку. Поэтому мы должны понимать политику нашего Господа, как она строена, а не так, как вы сегодня поддерживаете. Многие мусульмане идут поддерживать Украину против России, против славянских народов. Вас используют в огне дьявол. Вы не должны идти против России. Вы, если сегодня пойдете против России, завтра вас отправят и против кавказских народов, против своих отцов, матерей. Поэтому вы не должны быть оружием ваших врагов, дорогие мои братья и сестры. Поэтому лезгинский народ пока голову не поднимет на Кавказе, мир на Кавказе, Россия, в других странах не будет. Почему? Потому что евреи в свое время говорил, нам дал бы то знание, которое дали лезгинам, мы весь мир подчинил бы. Поэтому евреям 95% мировые богатства дал, но с обманным положением, чтобы они проценты брали, перехитрили, обманывал на весах, всю зараза. Даже любой азербайджанец в России на весах кого-то обманывает, вот эти грехи все пишутся на евреев. Почему? Потому что они им долю отдают. Все рынки контролируют евреи. А азербайджанцы под ними работают. На весах они обманывают мирный народ. На граммах они обманывают людей. Все эти грехи опять переходят на этот еврейский народ. Поэтому сказано перед судный день, этот еврейский народ будет уничтожен. Все страны во всем мире пойдут против евреев. Понимаешь, вот они сегодня показали свое лицо, уничтожая мирный народ, уничтожая детей, женщин, матерей, отцов, безоружный народ. Вот эта война дьявольская против народа. Действительно, у всех
народу на земле открылись глаза. Поэтому большинство появится скоро лидеры. Пойдут они все, христиане, мусульмане, против еврейского народа. Миру они будут наказывать всех евреев. Это предсказание. Почему я вам говорю? Потому что Аллах так предупреждает всем. Лично я во имя Аллаха встречался в духовном мире пророком Ибрахим Халилуллахом, многими пророками. Вот конец, что они ожидают. Они ненавидят это все. Зло, которое они распространяют по всему миру. Ни один пророк не поддерживает, ни один ангел не будет поддерживать Израиль. Поэтому они не знают, какую яму они себя уготовили. Дорогие мои братья и сестры, религия Аллаха – это такая религия, которая приносит свет, мир вам. А то, что сегодня они распространяют свое зло, уничтожая мирный народ, детей, матерей, все это от НАТО, от Америки исходит. Почему? Потому что они в руках у евреев. Все банки мировые находятся в руках у них, 95% мировые деньги, богатство. Типа они его богатство считают, но это есть гной ада, который у них в руках. Они настолько ошибся, что не осознали истинный путь религии своего Господа. Поэтому второй раз в Коране нам дал понять, что будет уничтожен, наказан этот еврейский народ. Почему? Потому что они свое лицо показал против палестинского народа. Также называемые шейхи во всех Эмиратах, во всех странах будет уничтожено. Вот пришел час во имя Аллаха. Все страны распадутся, будет два община, мусульманская и христианская. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, религия от Аллаха к нам приходит через наши добрые деяния. Эта религия, эти добрые деяния все возвращается к своему Господу. Будьте справедливыми, будьте честными. Не поддерживайте Азербайджанскую республику. Азербайджанская республика – это и есть тьма ада. Поэтому Аллах шейтану тоже дал власть до судного дня отстрочку, чтобы пойти против нас. Поэтому шейтан сегодня сеет свое зло, как уничтожить детей Адама на земле, как уничтожить верующих мусульман на земле. И ради деньги, ради каких-то власти вы не должен поддаваться. Власть от Аллаха исходит, к нему возвращается любая власть. А шейтана власть, Аллах, который дал до судного дня, эта власть никогда не может быть властью верующих. Да поможет вам Аллах, все знающий, все могущий. Инна лиллах ва инна илейхи раджиун, суббухун, куддусун, раббуль валь малайкати ва рухи. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры.